Неоднозначную реакцию у жителей Коми вызвал показ комедийного сериала «Трое в Коми», адаптации популярного американского ситкома «Красотки в Кливленде». В соцсетях уже даже собирают подписи за приостановление премьеры на федеральном канале. По мнению обиженных, он высмеивает и Сыктывкар, и сыктывкарцев. Напомним, что показ фильма по Первому каналу стартовал в минувший понедельник. По его сюжету три главные героини оказываются в столице нашей республики. Отличие экранного Сыктывкара от Сыктывкара реального в репортаже Нины Чешковой. Набери, пожалуйста, сыр, кыр, ну как его? Сыктывкар. Как будто ворон поперхнулась. Непростая последовательность букв, отличная тренировка дикции главных героинь и благодатная почва для фантазии сценаристов. Ну как же не сыграть на названии города? В общем-то, как и на названии самой республики. А кто живет в Коми? Комики? Некоторым комикам эта игра слов показалась не то чтобы не комичной, но даже в каком-то смысле обидной. Правда, большинство сыктывкарцев все же отнеслись к бородатым шуткам сериала с легкой иронией. А вот мужественную половину горожан героини ситкома похвалили вполне заслуженно. Невероятно. Здесь мужчины как мужчины. Такие северные мачо. Нет, я люблю женщин, но я не мачо. А чем он не мачо? Мачо он у меня. Мачо. Заезжие москвички сериала не соврали. И институт у нас есть, и музей, и драматический театр, и даже собственный Париж. Правда, вместо сказочных берегов французской Сены в нашем городе открываются великолепные виды на не менее сказочные берега Сысолы. Сдается особняк в местечке Париж. Маша, ты уверена, что это в этом городе или даже в этой стране? Париж – это район Сыктывкара. Тот самый Париж. Этот кусочек Франции появился в Коми благодаря пленным французам после войны 1812 года. Согласитесь, не очень похоже на район, который увидели зрители Первого канала. Интересно, какой из парижских домиков пришелся бы главным героиням по вкусу? Может быть, этот? Да, это что угодно, но не Париж. Кажется, я у вас в кустах видела медведя. 2 года назад медведи действительно разгуливали по столице Коми и даже нападали на людей. Хотя и мы, северные люди, давали им понять, кто в городе хозяин. Но все равно это скорее нонсенс, чем привычная картина. Впрочем, как и заведение «Кальмар». Ни оленины, ни копченого муксона, ни даже загадочных драчон у сыктывкарских рестораторов не оказалось. Драчоны, что ли? Нет, мы не местные. Я говорю, драчоны – это блюдо из картошки. У нас есть пицца из картошки, поэтому чем можно назвать ее драчёна пицца. Строгани на подводку и путаница с часовыми поясами. Возникает ощущение, что создатели ситкома не в ладах с географией. Фасад этой гостиницы, промелькнувшей в кадре, лишь вялая претензия на то, что действие на самом деле разворачивается в Сыктывкаре. А все потому, что московские творцы преследуют цель показать не реальный город, а лишь собирательный образ маленького спивающегося городка. Так считает писатель Григорий Спичак. Некий усредненный провинциальный русский город, да, северный. И они скорее даже высмеивают свои собственные стереотипы во взглядах на провинциальные города России. Некоторые сыктывкарцы уверены, сериал сделает из города бренд. Другие, напротив, считают, что такое сомнительное внимание столицы Коми ни к чему. В любом случае, обижаться на попытку поухмыляться над провинциалами глупо. Ведь фильм, в котором фигурирует название республики, снят совсем не про нее и рассказывает не о ней. Москва над собой здесь смеется не меньше. Нина Чешкова, Василий Янин, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.